Здравствуйте. 15 мая большой праздник, Международный день семьи. А ведь это очень серьезный праздник, потому что будущее общества, будущее страны, народа связано с семьей. В первую очередь, конечно, демография зависит от семьи. Сегодня перед нами выступит Айгуль Нурисламова, она депутат Мамадышского районного совета. Недавно в этом районе принята районная программа по демографическому развитию района. Мы в последнее время говорим про стратегию развития татарского народа, и другие народы тоже думают о своей стратегии, дальнем будущем. А ведь это связано с демографией. Расскажите, пожалуйста, как вот эта программа была подготовлена? Почему именно такую тему взяли? Я редко слышу такую. Именно мамадышцы, депутаты взялись за это дело. Да, на самом деле программа будет принята исполнительным комитетом. Мы рассмотрели этот вопрос на сессии. Да, я считаю, что это достаточно на высокий уровень поднял наш глава администрации Анатолий Петрович Иванов данный вопрос. Инициатором рассмотрения его был он. Были подготовлены все службы по своим отраслям, рассказали, какие условия созданы в районе для того, чтобы семья здесь жила, размножалась и жила. Понимаете? Это, я считаю, что это очень важный вопрос. Какова тенденция в Мамадышском районе? Наверное, это в других районах такая же. Вот увеличивается количество жителей Мамадышского района или сокращается все-таки? Разные есть регионы, разные есть тенденции. Да, разные есть тенденции, но сейчас наблюдается некая миграция мы знаем, что в каждом районе есть... Вот я смотрю тут статистику из вашей программы. Да. Значит, идет некая миграция из... Уезжают в Челны, в Казань, да? Уезжают... Нет, многие остаются в Мамадыше, в Мамадышском районе, но переезжают в Мамадыш. Или в каждом районе есть несколько больших поселков, сел, куда люди из деревень маленьких переезжают в эти районы или в районные центры. И село пустеет, хотя дома большие, и там остаются только пожилые люди. Так? Да. Прекрасный Мамадыш живописно расположен. И детсады, школы потихонечку пустуют. Это общероссийская или татарстанская тенденция. А как рассматриваете это в Мамадышском районе? Ну, в Мамадышском районе все школы, детские сады работают, вне зависимости от того, сколько там детей. Это не закрывают от такой не закрывается, да. Первых же это, конечно, большая нагрузка на бюджет района, но тем не менее, вот пока администрация идет в такой тенденции. Депутаты тут не спорят, не обижаются на Анатолия Петровича? Ну а как обижаться, если, во-первых, это рабочие места, вроде для каких-то очень маленького количества населения, и также это условия для детей. Что же, сокращается или увеличивается общее количество жителей района? Надо говорить о том, что это фактор, который не зависит от нас. Это люди не уезжают, они уезжают в основном работать. То есть они работают в Елабугу, ездят, в Казань ездят, но живут постоянно они в Мамадыше. И демография ваша? Демография наша, да. Надо сказать, что Мамадышский район один из лидеров по многодетным семьям. Здесь созданы все условия для многодетных семей. Дети занимаются бесплатно в бассейне, в творческих центрах и в спортивных секциях, бесплатно. И если житель, который пожил, например, в Казани, ощутил это на себе, стоимость этих услуг, и переехал в Мамадыш, и ощутил на себе вот эту бесплатные услуги, когда ребенок ходит бесплатно в бассейн и так далее, то я думаю, что у любого казанца, у любой семьи многодетной из Казани будет желание переехать в такой районный центр. В самом городе, районном центре ситуация очень интересная. Там, наверное, даже лучше, чем в крупном городе, да? А вот я считаю, из что какого да, округа, из каких деревень вас избрали в депутаты районного совета? Как там ситуация? Наверняка это глубинка какая-то, а там как быть? Вы знаете, к сожалению, туда глубинка. Здесь такие, я из Амарского округа,
Здесь такие поселения, как Амары, Рагзины, Сикиниси. Вот такие поселения. Население, конечно, у нас уменьшается, но я должна сказать, что у нас очень красиво, в живописном месте расположен округ. Здесь есть Кама протекает, и в перспективе планируется строительство моста. Нижнекамск. Да. Неплохо бы там жить или там на лето я бы приехал туда. И вот мы ожидаем, что все-таки будет такая, наш округ будет рассматриваться как дачный округ для городских жителей из Нижнекамска, Набережных Челнов Или и так для далее. жителей других населенных пунктов того же Мамадышского района, да? Конечно, потому что и рыбалка, и досуг, и самое главное, это отличные, хорошие условия Есть для ведь еще один здоровья. фактор. Вроде как природа хороша, и работа найдется на селе при желании, если там фермеры. Но вот семьи ведь часто распадаются по каким-то причинам. То ли алкоголь, то ли по каким. Как обстоит у вас в районе и как рассмотрели на сессии, какие меры закладываются? Ну, самое главное, что А там тенденция какая? По рождаемости и по брачующимся, как говорится, и по разводам. вот, знаете, тенденция, она в целом по Татарстану одинаковая, как в сельских поселениях, так и в крупных городах. Ну, примерно надо говорить о 40% разводов. И это, конечно, беспокоит. Беспокоит. Сегодня необходимо вести большую пропаганду ценностей семьи. А может быть, после развода люди женятся, выходят замуж и быстренько рождают еще несколько детей? Вы знаете, я бы не хотела рассматривать семью как некий перевалочный пункт. Знаете, все-таки институт семьи не надо расхолаживать. Это достаточно серьезный институт, когда человек должен понимать, что он пришел сюда один раз и навсегда. Хочется, чтобы с такими и мыслями... стабильная атмосфера для детей растущих. Безусловно, это климат, это подрастающее поколение, надо об этом обязательно задумываться. Как в целом, если говорить в Мамадышском районе, в Республике Татарстан, вот эта демографическая политика, редко мы слышим об этом. Вот как условия есть у нас для перспективы. Конечно, пока психологические устои какие-то, может быть, неправильные, потому что раньше было жить тяжелее, а дети росли по 9 человек в семье, а теперь жить легче, богаче, наоборот, в большинстве семей двое, а то и меньше, или вообще детей нет. Ну да, я ведь уже говорила о том, что Мамадыш один из лидеров по многодетным семьям. Это говорит о том, что администрация уделяет этому очень большое внимание. Конечно, есть и детские сады, и школы, и спортивные секции. Меня саму, например, как мать, этот вопрос очень волнует. Я вот, например, всегда должна быть обеспокоена о том... Сколько детей? Двое. Двое. Планы есть? Планы есть в том случае, если у нас будет улучшение качества медицинских услуг. То есть, если вас хорошо принимают, если вы легко можете прийти в любое время, в любую поликлинику. Сегодня для меня лично, как для гражданина Татарстана, например, самый вопрос, который меня тормозит в этом, это качество медицинских услуг. Это я говорю абсолютно искренне и на опыте. Я уже родила двоих детей, я знаю, как это все происходит. И, к сожалению, это правда, да. Как вот в день праздника, в эти дни Международного дня семьи, вот как нам поддержать наши семьи, их детей, родителей, брачные союзы? Вот что вы посоветуете людям и властям тоже? Вот как нам, вот демография, но нельзя же мириться с тем, что вдруг мы в количественном отношении уменьшаемся или умираем. В то время есть общество, есть регионы, среднеазиатские, например, и оттуда приезжают, они, наоборот, динамично растут. В северокавказских регионах люди растут прямо вдвое, втрое выросли, а мы как-то отстаем.
Вы знаете, я вот вчера была в кабинете министров, встречалась с новым начальником управления ЗАГС, и мы обсуждали этот вопрос. Я предложила все-таки, что сотрудники ЗАГСа, они должны быть более квалифицированы, и там должны быть штаты психологов и психологов, скорее всего, или даже больше психотерапевтов, я бы сказала. Но это уже медицинская сфера, потому что семья – это большая работа. Это отношения мужчины и женщины, понимаете? И когда вот эти, и каждая семья переживает кризис, и когда они не могут пережить вот этот кризис, вот эти трудности семейные, семья берет и распадается, просто потому что мы привыкли к результату, к ежеминутному, ежесекундному результату вот в этот мир глобализации, да, век. И из-за этого большая работа должна проходить. Государство должно помогать семьям сохранить их. Каким образом? Я считаю, что вот путем консультаций психологов и психотерапевтов. Они должны быть Это доступными. плюс к материнскому капиталу, которые последние годы выделяются. Кстати, в Мамадышском районе это поставлено, нормально это работает? Конечно, я только вот после сессии участвовала в церемонии вручения мат-капиталов. Это очень здорово, То есть это конечно. обставлено было торжественно материнский капитал. чтобы Вручается люди в торжественной обстановке, с приглашением всей семьи, детей, с праздничным концертом. Конечно, это очень здорово. На этой праздничной ноте мы завершаем беседу с Айгуль Нурисламовой. Она депутат Мамадышского районного совета Мамадышского района. И в этом районе принята недавно районная программа по развитию демографии. С праздником вас! Пусть семьи себя защищают, пусть государство защищает семьи. И спасибо матерям и отцам тоже за то, что они оберегают семью. Спасибо вам за то, что вы занимаетесь этой святой важной проблемой, Айгуль. Спасибо вам.